Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Рада вас всех приветствовать на моем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как приготовить туркменский чай чорва. Это как бы в переводе суп из чая. Для этого нам нужно немного, 5-6 кусочков нашего жареного мяса, которое называется куурдук. Как приготовить куурдук у меня на канале есть, можете посмотреть. Нам понадобится соль и чай. Чай будем заваривать зеленый, ни в коем случае не черный и никакие с большими листьями, с ароматами, жасмином или так далее. Только чисто простой, самый простой вот такой чай. Ну что тогда, начинаем. Будем кипятить воду. Сейчас скипит. И дальше буду показывать, как приготовить чай чорва. Чай чорва мы в основном кушаем зимой, когда на улице холодно. Я помню, в детстве целыми днями на улице играли. Придешь домой, руки, ноги холодные, вся красная. И сделаешь себе чай чорва. И так вкусно, тепло становится. Не знаю, мы сами делали или мама нам делала. Вот этот момент я не помню. Но оно было таким вкусным. Сейчас мы редко это делаем. Мои дети даже сейчас это и не будут кушать. Им легче готовые супчики сделать и покушать. Они у меня мясо особо так и не кушают. Мясо только в виде фарша. А плов, супы ни в какое мясо не кушаю. Наша вода вскипела. Теперь мы чуть-чуть нальем в чайник. Или чтобы он чуть-чуть наш чайник согрелся. Ага. Теперь будем добавлять нашу заварку. Примерно вот так, как бы чайная ложка. Теперь нальем наш кипяток. Я сейчас вам скажу, сколько воды ушло на столько количества заварки. Где-то 1 литр. Да, 1 литр ушел. 1 литр воды. Теперь обязательно будем делать нашу маленькую чайную церемонию. Это обязательно. Наливаем и обратно в чайник. Это делаем 2-3 раза. Это не обязательно, когда готовим чай чорва. Это мы всегда делаем, когда завариваем чай в чайник. И еще один раз. Это чтобы чай был хорошим, насыщенным. Теперь наш чай оставим на 5 минут, чтобы он отстоялся. Для этого мы накроем чем-нибудь. И пусть он у нас стоит где-то 5 минут. Потом уже будем делать нашу чай чорва. Прошло 5 минут. Посмотрим наш чай. Какой он стал. Теперь чай добавляем к нашему мясу. Добавляем соль. Соль по вкусу уже. И вот такой суп у нас получается. Очень интересный,
очень вкусный. С таким бульоном, жирненьким и с таким вкусным мясом. Горячего. Сейчас хочу показать вам поближе. И вот так. Можно сначала мясо покушать, можно на потом оставить. Это уже на ваше усмотрение. Вот что такое у нас называется чай чорба. Спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики и гости моего канала. До скорых встреч!